Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам. Управление казначейства Министерства финансов Абхазии открылось 30 июня 2016 года. Цель ее – организация прозрачного процесса расходования государственных денег. Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить и какими схемами пользуются нечистые на руку чиновники. Об этом будем говорить в студии «Радио Спутник» с начальником управления казначейства Саидом Губаз. Приветствую вас в студии. Добрый день, Нала. Спасибо за приглашение. Достигли ли эффектов, на которые изначально рассчитывали? Казначейство является активным участником финансового рынка. В первую очередь, наверное, следует сказать, что переход на казначейскую систему исполнения бюджета был вызван реформированием бюджетной системы. При этом это была не просто реформа ради реформы. Это было вызвано необходимостью усиления контроля за своевременным поступлением средств на счета бюджета и их целевым использованием. Казначейская система однозначно имеет ряд преимуществ перед банковской системой. В первую очередь это оперативность получения информации, прозрачность, которая обеспечивается при казначейской системе исполнения бюджета, и, конечно же, возможность осуществления текущего контроля за использованием средств бюджета. Конечно же, казначейская система, основное ее преимущество перед банковской, это возможность организации исполнения бюджета в соответствии с принципом единства кассы. То есть зачисление всех доходов на один счет бюджета и осуществление всех выплат с этого же счета, чего при банковской системе исполнения бюджета, естественно, не было. По поводу того, достигли ли мы тех результатов, к которым мы стремились. Как я уже сказал, один из контролей, который мы осуществляем, это текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств. Я вам могу уверенно заявить, что некоторые виды нарушений, которые раньше допускали бюджетные организации, выявлялись потом уже постфактум органами государственного финансового контроля, они были исключены из практики. Например, такое нарушение, как превышение расходов над утвержденными лимитами. Сейчас такое невозможно. Я вам могу со всей ответственностью сказать, что с 2016 года ни одного такого нарушения быть не могло в принципе. Помимо этого, одной из задач, которую поставили перед казначейством на момент внедрения, это было снижение доли расходов бюджета, которая осуществляется в наличной форме. То есть, если приводить статистические данные, к 2016 году общая доля наличных расходов всех бюджетов составляла около 26% от общей суммы расходов. К 2017 году этот показатель был снижен до 11%. На сегодняшний день этот показатель составляет около, наверное, 3,5%. Естественно, мы стремимся, в принципе, как можно больше минимизировать этот стопроцентным показателем. Уровень, но одного нашего желания здесь, естественно, недостаточно. Это должна быть и развитая банковская структура, наличие возможностей в местах реализации товаров, безналичного расчета и так далее. Я помню, на момент внедрения казначейства мы сталкивались очень часто с такими случаями, что даже очень многих налогоплательщиков, которые имеют достаточно крупные обороты, индивидуальных предпринимателей, они имелись, в принципе, расчетные счета в кредитных организациях, то есть все их взаимодействие с покупателями, скажем так, происходило в наличной форме. Столкнувшись с тем, что в случае, когда бюджетная организация вынуждена осуществить какой-то расход, и мы им блокируем эти расходы, они, чтобы не терять в том числе клиентов, открывали расчетные счета, и в том числе, думаю, благодаря какой-то части нашим усилиям мы смогли снизить долю расходов именно в наличной форме. Означает ли, что казначейство уже почти 5 лет функционирует, что чиновники не могут использовать какие-то схемы, все равно все прозрачно действительно проходит? Наблюдаете ли вы все-таки какие-то нарушения, выявляете? Естественно, нарушения, они в принципе бывают. Нарушения также бывают разные. То есть не каждое финансовое нарушение – это повод для заведения уголовного дела. С момента внедрения казначейства для всех бюджетополучателей немножко, скажем так, изменились правила осуществления выплат.
В какой части? Если при банковской системе исполнения бюджета банку было достаточно наличия остатка на счете бюджетной организации, чтобы провести расход, то при казначейской системе этого условия, естественно, недостаточно. Сейчас бюджетополучатель обязан в момент осуществления расхода вместе с платежным поручением на осуществление выплаты предоставить там документы, подтверждающие возникновение у него какого-либо денежного либо бюджетного обязательства. Это договор, счет, акт, накладная, какие-то иные документы. И мы проверяем не только наличие этих документов, но проверяем их на правильность оформления. Очень часто у нас бывает такое, что эти документы, в случае, когда это унифицированная форма, они неверно оформлены, там определенные требования есть к оформлению договора, которые прописаны в Гражданском кодексе и так далее. И только при наличии всех этих условий мы санкционируем платежи, направляем платежи уже в отделение Национального банка для дальнейшей выплаты. То есть казначейство — это, по сути, такой посредник, скажем так, между бюджетной организацией и банком, который осуществляет контроль за тем, насколько правильно оформлены платежи. Конечно, руководители центральных и местных органов госуправления в силу своих полномочий имеют право, и этим правом, естественно, пользуются, распоряжаться бюджетными средствами. Следует отметить, что казначейство не уполномочено определять направление бюджетных средств или диктовать бюджетной организации, куда она должна тратить. Мы осуществляем контроль за тем, чтобы в момент, когда бюджетная организация принимает решение осуществить какой-либо расход, этот расход соответствовал требованиям закона о бюджете, их уставным целям, во-первых, и задачам, чтобы не было такого, что организация осуществляет расходы, которые не входят в ее компетенцию. И, соответственно, следим, как я уже сказал, за тем, чтобы этот расход был верно оформлен в соответствии с требованиями закона. Очень много говорят, что казначейство в том числе предъявляет очень много разных требований и так далее. Я вам скажу следующее. С момента внедрения казначейства, в принципе, никаких новых требований само по себе казначейская система не предъявляет к своим клиентам. То есть все эти документы, которые мы сейчас требуем, они должны были быть у всех бюджетных организаций при банковской системе. Просто банк их не требовал, и это было на ответственности бюджетных организаций. Но как потом уже часто мы наблюдали в актах контрольных органов, что очень часто проходили расходы без наличия оправдательных, как мы их называем, документов. Сейчас, конечно, такое произойти, в принципе, не может. О нарушениях мы еще обязательно поговорим, но вот за почти 5 лет работы, если суммировать, какую сумму вы сэкономили, бюджетных средств благодаря введению этой системы? Как сказать сэкономили? Я вам могу сказать, что мы в течение года, бывает, бракуем, то есть возвращаем клиенту на доработку платежи на сотни миллионов рублей. Возвращаем с тем, чтобы они их доработали. В каких-то случаях они оформляют соответствующие оправдательные документы, договоры накладные и так далее. В каких-то случаях меняют цены в сторону понижения и так далее. Назвать сейчас такую сумму, наверное, все-таки это механизм, который позволяет экономить. Это механизм, цену, который позволяет осуществлять текущий контроль за недопущением финансовых нарушений. Это не говорит о том, что казначейство — это панацея от всех проблем, и никаких финансовых нарушений быть не может. То есть, как это может произойти, То есть, организация приобретает у поставщика товары по договору, определенные позиции, наименование, условно, компьютера. Мы сверяем на правильность оформления договора, спецификации счетов, накладных и так далее. Если все эти требования соответствуют требованиям закона, все эти условия, если цены являются такими, скажем так, среднерыночными, мы проводим этот расход. Может так случиться, и вроде бы все нормально, но может так случиться, что поставщик поставил не те товары, которые указаны в договоре, а другие товары, которые по факту по цене существенно дешевле. Тогда, естественно, органы финансового контроля, которые осуществляют уже последующий контроль, выявляют такие нарушения и фиксируют в своих актах. Я полагаю, что работа казначейства в этом плане облегчает работу органам уже последующего контроля, будь то контрольная палата,
либо там контрольно-ревизионное управление Министерства финансов. Вы сказали, что да, не всегда доходит дело до там каких-то уголовных дел или вообще для обращения в прокуратуру. Но в каких случаях вы обращаетесь все-таки в прокуратуру, и часто ли такое происходит в вашей практике? Несомненно, контроль в финансово-бюджетной сфере всегда был и остается актуальным. Это проблема общая для всех контрольных органов, и объединение усилий всех органов, в том числе с усилиями казначейства, я думаю, даст какие-то положительные результаты. В своей работе в управлении казначейства накапливается очень большой объем информации. Информации, связанной со всеми операциями, произведенными со средствами бюджета. Там в разрезе разных распорядителей, получателей, там видов расходов, поставщиков и так далее. Естественно, при осуществлении каких-либо контрольных мероприятий на предмет выявления финансовых нарушений, в том числе там органами прокуратуры, да, у них возникает необходимость получения доступа к этой информации. И в этом плане мы очень тесно с ними взаимодействуем, направляются в соответствующем порядке запросы, на которые мы оперативно реагируем и предоставляем им необходимую информацию. Следует отметить, что в таком формате мы взаимодействуем не только с органами прокуратуры, мы взаимодействуем очень плотно и с всеми силовыми структурами МВД, СКБ, с органами финансового контроля, то есть контрольная палата, понятно, с контрольно-ревизионным управлением Минфина, с налоговой службой и так далее. То есть у нас накапливается очень большой объем информации, которой мы готовы делиться с уполномоченными на то органами. Ну, а вот о количестве дел, которые вы направили, да, материалы, которые вы направили в прокуратуру, точное количество сложно назвать. Ну, такие статистические данные мы не ведем, к сожалению, вам вряд ли назову, на какое количество запросов мы отвечали, но вам говорю, что могу сказать, что чуть ли не еженедельно мы отправляем подобного рода информацию в соответствующие службы. Вы сказали о том, что плотно сотрудничаете с различными ведомствами здесь, внутри Абхазии. А как происходит взаимодействие с коллегами из России? Несомненно, на момент осуществления перехода, да, на казначейскую систему, это была новая для всех система, и без опыта специалистов, которые работали в этой области, наверное, осуществить внедрение этой новой системы в нашей стране было бы невозможно. В этой части наши коллеги, естественно, оказывали нам всестороннюю поддержку. Следует отметить, что хотя прототипом, прообразом казначейской системы, действующей в Республике Абхазия, является казначейская система Российской Федерации, надо понимать, что невозможно осуществить механический перенос одной там успешно функционирующей системы в условиях другой страны. Естественно, у нас своя законодательная база, нормативные акты, которые, в принципе, хотя во многом и схожи, но тем не менее. Велась очень активная работа, совместная работа сотрудников Министерства финансов с нашими коллегами из Федерального казначейства, которые изучали эту систему, адаптировали ее под нас и, соответственно, готовили нормативную базу, которая регламентирует деятельность управления казначейства. Это внесение изменений в законы, в постановления, очень много приказов, которые регламентируют нашу работу. На сегодняшний день, наверное, свыше 60 приказов министра финансов, там, различных правилах, порядках и так далее, которые определяют то, как мы должны взаимодействовать с бюджетными организациями, в какие сроки, какие документы им должны оформлять, что они нам должны предоставить и так далее. Так что, отвечая на ваш вопрос, российские коллеги нам оказывали неоценимую помощь, нормативную и методическую. Эту помощь оказывают до сих пор. Казначейская система очень активно развивается. Мы часто внедряем новые механизмы, инструменты, и, конечно же, в этом нам помогают наши коллеги. Скажем так, перенимаем у них их положительный опыт. И в продолжение разговора хочу спросить, планируете ли вы расширить линейку инструментов? Вот как раз об опыте российских коллег. За время существования казначейской системы мы внедрили несколько разных инструментов, очень интересных. Некоторые, возможно, немного сложные, но, тем не менее, они очень нужны. Это, например, в 2021 году мы внедрили механизм учета бюджетных и денежных обязательств. Что это такое и как это работает? Да, давайте для простых слушателей, которые
не разбираются в финансах так То хорошо, есть есть как требования закона о том, что бюджетная организация не должна осуществлять расходы выше утвержденных лимитов. Помимо того, что она не должна осуществлять расходы, она не должна принимать на себя обязательства выше утвержденных лимитов. То есть установлен лимит по статье 100 рублей, организация не может заключить договор по этой статье на 120 рублей. К сожалению, практика показывала, что очень часто организации заключали договоры, которые не могут оплатить ввиду того, что у них нет лимитов, но товары и услуги им поставлялись или оказывались, скажем так, в рассрочку. Соответственно, завершается финансовый год, начинается новый финансовый год, финансовые органы доводят до соответствующих распорядителей финансирования на оплату их текущих расходов. Они там первые несколько месяцев занимаются тем, что оплачивают долги прошлых лет. Соответственно, эта задолженность, это не просто задолженность бюджетной организации перед поставщиком, это задолженность бюджета перед разными коммерческими структурами. И у финансовых органов никогда не было информации, и, соответственно, они не могли осуществлять контроль за тем, чтобы бюджетные организации не превышали этот установленный лимит на принятие обязательств. Именно поэтому мы внедрили в 2021 году механизм учета бюджетных и денежных обязательств. Он предполагает законом установленные требования о том, что бюджетная организация в течение 3 дней с момента принятия обязательства, то есть заключения договора, должна поставить этот договор на учет в управлении казначейства. А в случае, если это обязательство не превышает их лимиты, мы ставим его на учет, и в дальнейшем организация имеет право по нему осуществлять расходы. В случае же, если мы наблюдаем, что обязательство превышает этот лимит, то мы возвращаем его клиенту, и, соответственно, клиент не имеет права по нему производить какие-либо расходы. Расходы он, естественно, не произведет, скажем так, брать по этому договору в рассрочку товар или просить оказывать услуги. Такая информация позволяет финансовым органам, либо Минфину на уровне уже республиканского бюджета, иметь полноценную информацию о наличии обязательств всего бюджета перед различными поставщиками услугами. Естественно, это помогает и при формировании бюджета, то есть финорган обладает информацией о том уже, какие расходы у него будут на следующий год и так далее, и позволяет более, скажем так, корректно и точно сформулировать показатели в сметах бюджетных организаций. А насколько эффективно это работает уже за год введения такой меры? Система работает однозначно. Возможно, есть случаи, когда бюджетными организациями не своевременно предоставляются в управление казначейства данные о том, что они заключили какой-либо договор. В Российской Федерации, кстати, в этой части пошли немного дальше, чтобы не допускать такого рода правонарушений, они внесли изменения в административно-процессуальный кодекс, установили ставку за несвоевременную сдачу этой информации, предоставление этой информации в органы казначейства либо Министерства финансов, и, соответственно, за это штрафуют. Мы пока к этому не пришли, надеемся, что и не придется. Пока что эта система работает, то есть и у нас, у Министерства финансов есть возможность в любой момент времени получить отчет о том, какие обязательства были приняты конкретно на организацию или в целом по бюджету. Интересно узнать, как новые технологии, компьютерные технологии используются, внедряются в казначействе. Может, есть какие-то планы по поводу технологий, наверное, могу сказать, что управление казначейством, в целом Минфин, одна из, наверное, самых продвинутых в этом плане бюджетных организаций. С момента внедрения казначейской системы была автоматизирована работа по управлению бюджетным процессом. Что это значит? То есть под нас разработали программный продукт, в рамках которого осуществляется, в принципе, можно сказать, бюджетный процесс. Все лицевые счета открываются в рамках этого программного продукта. Все наше взаимодействие с бюджетополучателями также проходит через данную программу. У них есть возможность в этом же программном продукте оформлять платежные документы, направлять их нам на согласование, также доводятся бюджетные данные и так далее. То есть вся наша работа с нашими клиентами, она, в принципе, автоматизирована. Естественно, это большой объем информации, как я уже говорил, который накапливается в программном продукте. У нас стоит соответствующая серверная
в которой хранится вся эта информация. И мы, в принципе, с момента внедрения казначейства можем открыть любой документ, который проходил в бюджетной системе с периода 2016 года, посмотреть по каким оправдательным документам этот расход прошел, кто его подписал, кто провел, кому, на какие цели и так далее. И тем самым обеспечиваем в том числе прозрачность, можно сказать. А помимо этого, в этом году нам удалось внедрить, мы этим гордимся, удалось внедрить электронную цифровую подпись в бюджетной среде. У всех наших клиентов, скажем так, бюджетополучателей, которые обслуживаются в управлении казначейства, есть возможность в удаленном режиме оформлять платежные документы, подписывать их электронной подписью и без уже необходимости подписания их на бумаге, заверение подписью, печатью направлять нам через программный продукт, и мы, соответственно, эти платежи уже при наличии при отсутствии замечаний направляем в банк. Мы сейчас переходим на электронное архивирование, то есть, в принципе, хотим избавиться от бумаги. Все наши данные, все операции, которые проходят через казначейскую систему, они будут храниться в электронном виде с применением электронно-цифровой подписи. Следует отметить, что наша электронная цифровая подпись соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к электронной подписи. И, конечно же, внедрение и реализация этого механизма – это очень важный шаг на пути развития электронного документооборота в бюджетной среде. Мы с вами в основном говорим о том, чего удалось достигнуть за 5 лет. А есть какие-то проблемы все-таки? Наверняка молодое, пока еще, можно сказать так, ведомство, организация. Как вы считаете, какие бы вы выделили проблемы в вашей работе, над чем еще предстоит? Как проблемы? Работать. Вообще внедрение любых механизмов и инструментов в казначейской системе, оно вызвано какими-то, скажем так, проблемными участками, То есть мы выявляем, что на этом участке у нас возникают часто подобного рода нарушения, соответственно, мы начинаем думать о том, как эти нарушения предотвратить. Один из инструментов, который мы хотим внедрить в ближайшем будущем, это казначейское сопровождение государственных контрактов. Как это работает и что это такое вообще? Сейчас, когда бюджетная организация заключается контракт на поставку товаров или выполнение работ, сумма перечисляется со счета бюджета на счет коммерческой организации, и эти средства перестают быть государственными. Соответственно, они выпадают из поля зрения государства, на них не распространяется финансовый контроль. И, к сожалению, нередки случаи, когда поставщик, получив сумму, тратит их на цели, не связанные с исполнением контракта. Бывают случаи, когда эти суммы попадают под налоговые санкции. То есть у поставщика была задолженность перед бюджетом, сумма попала, налоговые органы ее взяли, зачислили в бюджет в счет уплаты его каких-то задолженностей за предыдущие периоды. Соответственно, все это влияет на сроки и на качество выполнения государственных контрактов. Казначейское сопровождение предполагает такой принцип работы, при котором этим подрядчикам будут открываться лицевые счета в управлении казначейства. Соответственно, бюджетная организация, зачисляя подрядчику, поставщику сумма будет оставаться в системе, и поставщик с этого лицевого счета, открытого у нас, будет осуществлять расходы, а мы осуществлять контроль за тем, чтобы он эти расходы осуществлял на цели, связанные с исполнением контракта. То есть он не сможет взять, снять всю сумму в наличной форме, приобрести себе машину или путевки куда-нибудь, скажем так. А эти суммы однозначно пойдут на исполнение контракта. Это очень глобальный, очень серьезный проект. Помимо этого, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, на которую очень часто жалуются, бухгалтера, работники бухгалтерских служб, бюджетных организаций, это сложность составления бухгалтерской отчетности. И в этом плане мы планируем в этом году, совсем недавно буквально утверждена программа по модернизации бюджетного учета. Программа планируется на 3 года. К 2024 году мы планируем завершить все мероприятия. Это автоматизация бюджетного учета, создание программного продукта, который позволит бухгалтерам ускорить свою работу, то есть
избавит их от необходимости вручную составлять балансы, отчетность и так далее. В рамках этой же программы планируем модернизировать, скажем так, в том числе и нормативно-правовую базу. Я хочу поблагодарить вас за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам за приглашение. А нашим слушателям я напомню, что это был начальник управления казначейства Минфина Абхазии Саид Губаз. Говорили мы о том, как казначейская система повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».